самого начала вот, возникновения конфликтной ситуации, значит, обстоятельства складываются так, что мы уже самостоятельно не можем защитить права ОСО-ХОЭФ как заказчика строительства этих комплексов, 3 домов, так? И не можем защитить права добросовестных покупателей. Вот поэтому мы вынуждены обратиться к гаранту Кыргызской Республики, президенту Кыргызской Республики Жээнбеку Сооронбай Шариповичу. В нашем деле изначально присутствуют многие факты, критически озвученные нашим президентом на Совете Безопасности Кыргызской Республики от 8 февраля 2018 года, а также в последующих его выступлениях по поводу недостатков в деятельности правоохранительных, надзорных и судебных органов. Изначально проверка в отношении ОСО-ХОЭФ по качеству построенных жилых домов по адресу улица Чоканова-Лиханова, 2.9, 2.11, 2.12, ранее называлась улица Чалпантинская, носила заказной характер с элементами получения личной выгоды со стороны определенных должностных лиц государственного органа, а также частных лиц. Так, после сдачи в эксплуатацию 3 9-этажных домов, в первую очередь строительства, начались бесконечные проверки со стороны государственных органов по заявлениям злостных неплательщиков покупателей квартир. В этом как раз-то большая заслуга госпожи Филенко Натальи, которая вначале оформляла 4 квартиры, потом не смогла оплатить за все эти 4 квартиры, и в итоге все оплаченные деньги они перевели за счет одной квартиры, которую выкупили, оформили на сына Накаева. При проведении проверок государственные органы действовали исключительно против строительной компании и рассматривали жалобы заранее с обвинительным уклоном. Проверка начата по заявлению одного из жителей, Мурзаевой, в 2015 году. Проверка продолжалась 2 с лишним года. Это противоречит всем законодательным нормам. У нас по УПК есть предусмотренный срок 3 дня, исключительно 10 дней. Но есть, конечно, общее заявление, которое рассматривается 14 дней месячного срока. Ну хорошо, мы понимаем, в данной ситуации была назначена экспертиза. Но мы практически всегда сталкиваемся, когда экспертиза максимум полгода заканчивается и принимается решение. Сразу же было ясно, что отношения между ОСО-ХОЭФ и заявителями в лице Мурзаевой, Жаркынбаевой, Курманалиевой, Асаналиевой, Мамытовой, Исаковым, Каныметулу, Сапиевым, Бакоевым были предварительные договора купли-продажи квартир, из которых следовали договорные обязательства. И эти договорные отношения регулируются Гражданским кодексом Кыргызской Республики, но не как уголовным. Первоначальное возбуждение уголовного дела по заявлениям вышеуказанных лиц было неоднократно отказано. Первый раз возбуждение уголовного дела было отказано в связи с истечением срока давности для привлечения к уголовной ответственности прокурором отдела прокуратуры города Бишкека Аббасова. Постановлением от 5 февраля 2016 года. Затем было отказано прокурором отдела прокуратуры за отсутствие состава преступления этой же прокуратуры города Бишкек Салимбековым постановлением от 19 июля 2017 года. После передачи дела в финансовую полицию возбуждение уголовного дела было также дважды отказано. За отсутствием состава преступления сначала следователем Джакишевым, а второй раз Аршидиновым. Указанные обстоятельства подтверждают, что согласно законодательству Кыргызской Республики уголовное дело не должно было быть возбуждено, а если оно было возбуждено, то оно подлежит прекращению в соответствии с требованиями пункта 11 статьи 28 УПК Кыргызской Республики. Хотя эта причина для отказа тоже является абсурдной, так как между заявителями и компанией есть договорные отношения, которые рассматриваются в гражданском порядке. В настоящее время что и происходит. Фактически в 3 домах насчитывается 338 квартир. Заметьте, никто из этих 338 семей, кроме указанных 10 граждан, не имеет никаких претензий
качеству строительства и КСОХР. Есть претензии только у 10 человек, которые являются злостными должниками. На сегодняшний день они не могут, не хотят или не могут оплачивать, и решили таким методом, значит, и квартиры получить, и не доплачивать остальную сумму долга. Вот основная цель этих должников. Это дело появилось по заявлению Мурзаева и остальных, вот, которых я перечислил: Сапиев, Туманалиева, Бокоева, Джарканбаева и других. Организатором этого заявления мы считаем, что является гражданка Филенко, которая в настоящее время получила доверенности от них и представляет их интересы. После стольких отказов почему-то заместитель прокурора Свердловского района города Бишкек Эрмеков, значит, назначает дополнительную строительно-техническую экспертизу. Даже при назначении строительно-технической экспертизы и сотрудниками прокуратуры, и финансовой полиции допускается вообще грубейшее нарушение действующего законодательства нашей республики. Вот, к примеру, прокурор отдела прокуратуры города Бишкек Салимбеков без вынесения постановления ставит на разрешение перед экспертом Сагымбековым дополнительно 13 вопросов. Это к тому дополнение к постановлению прокурора отдела прокуратуры города Бишкек Абасова. Причем при назначении судебно-строительной технической экспертизы и сотрудники прокуратуры, и эксперты ссылаются на Санпин и СНИПы, которые в соответствии со статьей 36 Закона о нормативно-правовых актах от 2009 года в настоящее время на территории республики не действует. Тем не менее, и прокурорские работники, и расследующие это дело следователи финансовой полиции Рашидинов, Османалиев ссылаются на эти нормативные акты, которые, еще раз повторюсь, не действуют. Кроме того, вот, заместителем прокурора Свердловской районной прокуратуры Ермекову была назначена дополнительная экспертиза, я как сказал, и отдельные вопросы дублируют те же вопросы, которые были ранее назначены Абасовым и незаконно еще добавлены Салимбековым. Мы это расцениваем уже как давление на эксперта, потому что ранее он уже выносил заключение. Какая необходимость повторно ставить отдельно некоторые вопросы, которые были уже ранее? Мы вынуждены были обратиться к следователям финансовой полиции о том, чтобы они посмотрели, как это возможно, выносить заключение со стороны эксперта, конкретизируем, Сагымбекова, который вначале дал, то есть вынес положительное заключение, то есть в пользу ОСОХР. В последующем он же, один и тот же эксперт, выносит противоположное заключение. И мы попросили в таком случае привлечь эксперта к ответственности, раз в одном случае он дает одно, во втором другое. В настоящее время вот, мы просили очную ставку провести с экспертом. Нам было отказано. Причем вот, мы вынуждены были неоднократно обращаться к следователям финансовой полиции, это Рашидинову и Османалиеву, пользуясь правами, представленными нам законом Кыргызской Республики. Тем не менее, они нам либо отказывают, а иногда даже вообще игнорируют, даже не отвечают. По этому поводу
мне пришлось обратиться в Первомайский районный суд. Посмотрев мои жалобы, вот в отношении незаконных действий Рашидинова, следователя ГСБ по городу Бишкек при правительстве Кыргызской Республики, о том, что он незаконно изъял документы ОСОХОР, я имею в виду незаконно, он по расписке получил эти документы. Хотя уголовно-процессуальное законодательство не предусматривает действия следователя расписки. Там предусмотрено либо постановление, ну хорошо, они ссылаются, что не было возбуждено уголовно. В таком случае существует акт добровольной выдачи. Вот. Рассмотрев вот мою жалобу, все-таки, если даже суд и не признал в части изъятия незаконными, но в части невозврата этих изъятых документов четко и ясно постановил, что жалобу адвоката Шатманова Хуатбека Тунгучбековича в интересах ОСОХОР удовлетворить частично. То есть действия следователя ГСБ при правительстве Кыргызской Республики по городу Бишкек Рашидинова, выразившиеся не в возврате изъятых документов ОСОХОР для производства экспертизы, признать незаконным и обязать следователя устранить допущенное нарушение. Но, к сожалению, до сегодняшнего дня Рашидинов не возвращает нам документы, то есть он не исполняет судебное решение. Как этот человек может работать вообще в финансовой полиции, если он сам не исполняет законы? Как он может привлекать других людей за неисполнение закона, за нарушение закона, если он сам, вот, черным по белому, четко, ясно, судья Субанкулов пишет, признать незаконным его невозврат, его действия по невозврату документов. Как можно? Это одно. Второе, в связи с тем, что ни Рашидинов, ни Осман Алиев не рассматривает предусмотренным сроком ходатайства, не дают исчерпывающих ответов на наши ходатайства, я вынужден был обратиться опять в Первомайский районный суд, и мою жалобу рассматривал уже другой судья Сыдыков. И вот он тоже четко, ясно постановил, что признать незаконными действия следователя Следственного отдела ГСБ при правительстве по городу Бишкек Рашидинова, выразившегося нарушение сроков рассмотрения и предоставления ответов на ходатайство защитника Шатманова, и обязать его устранить указанное нарушение процессуальных норм. Тем не менее, то же самое. Частично он исполнил, ответил нам, а до сих пор на обоснованное законное ходатайство о прекращении уголовного дела до сих пор мы не можем получить ответ. Столкнувшись с беззаконием со стороны следователя ГСБ по городу Бишкек Рашидинова, я вынужден был обратиться к прокурору города Бишкек Халмурзаеву еще 3 апреля 2018 года. Суть моего заявления в том, что постановлением судьи Первомайского районного суда от 26 марта 2018 года действия следователя Следственного отдела ГСБ при правительстве Кыргызской Республики по городу Бишкек Рашидинова, выразившиеся не в возврате изъятых документов ОСОХОР для производства экспертизы, признать незаконным, обязать следователя устранить допущенные нарушения. Вот, пожалуйста, это постановление Первомайского районного суда, судья Субанкулов. Здесь он четко и ясно постановил то, что я сказал выше. Тем не менее, следователь Рашидинов до сих пор не исполняет судебное решение, не возвращает документы. Второе. Постановлением от 28 марта 2018 года, также по моей жалобе, значит, судья Сыдыков признал незаконными действия Следственного отдела ГСБ при правительстве Кыргызской Республики по городу Бишкек Рашидинова, выразившееся в нарушении сроков рассмотрения и предоставления ответов на ходатайство защитника Шатманова, незаконным и обязал его устранить указанные нарушения процессуальных норм. Вот второе постановление суда. Здесь Сыдыков четко и ясно признает действия Рашидинова незаконными в части того, что он не рассматривает в свое время, не отвечает на ходатайство защитника Шатманова. Четко, ясно. И не устраняет до сих пор. Вот судебное решение. Как можно человеку, который должен обеспечивать
закон, законопослушание и быть самому законопослушным, как можно так себя вести? Я считаю, что вообще надо принимать меры, хотя уже письменно, уже куда дальше. И вообще вот возмущает поведение следователя Рашидинова по поводу того, что пишет он генеральному директору ОСО Global Energy Мусаеву о том, что Следственным отделом ГУЗ при ПКР по городу Бишкек расследуется уголовное дело номер 103-17-19-8 по преступлениям, предусмотренным статьями 304, часть 2, 179, части 1 УК Кыргызской Республики, возбуждено в отношении должностных лиц Департамента госэкспертизы Бишкекского госуправления и так далее. И в этой связи он просит воздержаться от совершения отключения от электроэнергии в квартирах лиц, которые признаны потерпевшим по уголовному делу. Извините, здесь чисто хозяйственный вопрос, чисто гражданские правоотношения. Кто такой Рашидинов? Что он? Суд, прокурор. У нас законодательство наделило полномочиями, такими полномочиями судебный орган, надзорные органы. И то надзорные органы только в определенных случаях. А следователь Рашидинов вот с таким письмовым уведомлением обращается к генеральному директору. И генеральный директор, ранее согласившийся отключить электроэнергию в квартирах должников, отвечает нам, что в связи с этим письмом он не может. А на Совете Безопасности 8 февраля 2018 года президент Кыргызской Республики Сооронбай Шарипович Жээнбеков прямо указал на недостатки правоохранительных органов, одна из которых вмешательство в хозяйственную деятельность субъектов предпринимательства, хозяйственных субъектов и возбуждение уголовных дел по фактам, когда там имеет место быть чисто гражданско-правовые отношения. Вот налицо пример, как не исполняется решение Совета Безопасности. При таких обстоятельствах мы вынуждены еще обратиться и к генеральному прокурору Кыргызской Республики Джамшитову в отношении сотрудника прокуратуры Джаильского района Мамбетова, действия которого, считаем, не соответствует требованиям закона о прокуратуре Кыргызской Республики. Суть вопроса в том, что жена Мамбетова, Бокоева, оформила предварительный договор купли-продажи квартиры с ОСОХР и в настоящее время имеет неоплаченную задолженность. Мамбетов же, вместо того, чтобы либо оплатить долг, либо расторгнуть договор, возмутительным является то, что он в целях, чтобы не оплачивать до конца свой долг, предложил сотруднику ОСОХР взаимовыгодное решение спора вокруг квартиры. И в случае достижения этого договора, то он пообещал помочь о назначении повторно строительно-технической экспертизы комплекса домов, расположенных по вышеуказанному адресу. Я думаю, что Генеральная прокуратура отреагирует на наше заявление. Возмущает именно вот это. Следователь ГСБ по городу Бишкек Рашидинов возбуждает уголовное дело по статьям 166 мошенничество, 173 причинение имущественного ущерба без признаков хищения и 221 злоупотребление должностными полномочиями руководителей коммерческих и иных организаций. Вот сами подумайте, как можно захватить должностными лицами ХОР свои же квартиры. Ведь статья 166 гласит: завладевание чужой собственностью, или чужими средствами денежными, или как угодно. Главное, чужими, войдя в доверие, либо с использованием служебного положения. Как можно завладевать тем имуществом, который и так по праву принадлежит ОСОХР? Или возьмем статью причинения имущественного ущерба. Как можно причинить ущерб, если денежные средства, которые они сейчас говорят, что им якобы причинили ущерб, внесены в кассу ОСОХР за квартиры, и в течение 3 с лишним лет они проживают в этих квартирах? И как можно причинить ущерб? Если даже посмотреть внимательно, наоборот, они нам причиняют ущерб. Они оплатили не полностью.
Каждый из них имеет задолженность, причем немалую, не меньше 10 тысяч долларов. Это минимально 10 миллионов, максимально 20 тысяч долларов. Да? Вот. И получается, не мы им причиняем ущерб, это они нам. И самое главное, не предъявляют претензии те люди, которые оплатили полностью. Ведь если бы они обратились те люди, которые оплатили полностью, то и правоохранительные органы, и судебные органы должны стать на защиту их. Потому что они здесь не имеют другого интереса, как то, чтобы было предоставлено адекватные, значит, услуги адекватные. То есть они оплатили полностью все деньги, будьте добры, дайте соответствующую квартиру. А обращаются те люди, которые не хотят оплачивать долги. И были попытки со стороны Филенко договориться с нашими сотрудниками, чтобы мы перестали, значит, требовать долг, и на этом, значит, они отзывают свои заявления, и все на этом заканчивается по мировому, по-любому. Ну, ОСОХР уверена в том, что они правы. Где бы это ни было, деньги, товар никто не отменял. Полностью оплаченные деньги, получаете товар. Это везде так. Если товар не стоит, возвращайте, обратно получайте деньги. Этого никто не отменял. Есть законодательство. И вообще в человеческих отношениях. Но этого не происходит. Происходит как раз таки попытка вот запугивания, попытка шантажа. Вот в таком порядке хотят решить этот вопрос. И не случайно сюда, значит, вмешались правоохранительные органы. Хотя изначально, я еще раз говорю, гражданско-правовые отношения. Нет здесь места уголовному преследованию. Нет. Вот примеры, далеко ходить не надо. Другие организации, которые взяли у покупателей либо у дольщиков деньги, но взамен не предоставили. Дом стоит, он не окончен, люди не вселились. А в нашем случае люди уже живут более 3 лет. То есть они даже оправдались на то, пошло большую часть своих внесенных денежных средств. Ведь жить в домах — это же комфорт, надежность. По словам той же Филенко, мы не можем говорить, конечно, по другим фактам, но из слов Филенко выходит, что она имеет знакомство и в прокуратуре, и в финансовой полиции. Нам бы не хотелось верить, но косвенно где-то получается, что да. Потому что все их заявления, ходатайства рассматриваются, значит, как бы в рамках законодательства, объективно, установленные сроки. И совершенно обратная картина с нашими заявлениями, ходатайствами. Вот. Также Филенко сама неоднократно, это может подтвердить и я, и наш, всегда говорит, что да, она может, значит, сделать так, что якобы, если вы возвратите денежные средства, это уголовное дело может быть закончено. Это тоже повод для размышления о том, как это так. Значит, неужели Филенко может так влиять на правоохранительные органы? Пример такой. Филенко, она судится не только с нами. Это не единичный пример того, что она судится, значит, ходит. Такая ситуация складывается вокруг ОСО Гранд Хаус, где точно по такой же схеме также они хотели избавиться от долга, который они обязаны вообще-то оплатить за купленную квартиру. Но в настоящее время вот мы услышали еще одну угрозу, что вновь назначенный заместитель председателя ФСБ при правительстве Джамгарчиев Эмиль якобы поддерживает их. Но опять повторюсь, нам бы не хотелось верить, но оказывается, что супруга Джамгарчиева также проживает в доме, построенном Гранд Хаусом. И здесь слова Филенко подтверждают, что она является соседкой их, знает их. Вот этот факт как-то нас смущает, что, может, действительно, значит, она имеет доступ к руководителям, другим должностным лицам правоохранительных органов.
Алма-Ате уже вот третий год. Третий год живу и очень, в принципе, довольна. Мои родители довольны. Мы уже выкупили третью квартиру. Даже вот в период, когда были проблемы с отоплением, везде вот выключали, вот авария в ТЭЦе была, у нас было по сравнению с другими домами очень тепло. Другие вот соседи или там люди приезжали к нам, гости, очень даже хвалили, говорили, что по сравнению с панельными там домами или с другими там сэндвичными вот такие вот дома, и сейчас новые, по сравнению с ихними, наш дом был очень теплый. Мы не мучились особо. Есть пару десятков, наверное, людей, которые недовольны компанией, судятся, они даже они даже, как бы сказать, в интернет, в телевидение это все выводили. А другие жители были недовольны, так как хотели бы некоторые продать квартиры, и из-за этого они как бы портят имидж Гранд-Сити и не смогут из-за этого продать. Они были очень недовольны, и в принципе я тоже не знаю, почему они так делают, потому что я очень довольна. И от многих уст из 89% людей я слышала, что они тоже довольны все. Они не платят. Вот председателем ТСЖ я являюсь уже второй месяц. За второй месяц некоторые из них также не выплачивают ни Хуаэру, ни за услуги ТСЖ, ни за лифт, ни за что не выплачивают. Мен бұл үйді алғаныма 4 жыл болды. Үй жақсы, уағында төлеп қойса елдер бұндай чыр болмақ емес. Анағынайым 5-6 адам чыр жазашып төлөө істеп жатқан шығар. Бізге үй жағады. Мен бұл үйге 2013 жылы көчіп келдім. 1 жыл светке төлөгөн жоқпыз. Компания ушунда рұқсат берді. 1 жыл суға төлөгөн жоқпыз. Бекер жашадық. Дағы не керек? Ошонун баарын компания өзү төлөдү. Бизди кыйнаган жок, бир пеня начисление кылган жок. Кайсы убакта акчабыз болгондо ошол убакта төлөп жаттык. Анан эми компанияны да түшүнүш керек да. Биз, например, мен өзүм бул үйгө ыраазымын. Биринчи этажда жашайм бул жерде. Ошо 4 жылдан бери эч кандай жалоп жок.